Здравствуйте! Сегодня я хочу пригласить вас в свою литературную гостиную. Сегодня на уроке мы с вами будем говорить о самом прекрасном чувстве, о благородном чувстве, о таинственном, о самом красивом и прекрасном чувстве – это любовь. И с любовью к вам я хочу пожелать вам всего самого хорошего сегодня. Желаю всем удачи. Желаю всем добра. Желаю настроения, хорошего настроения. Желаю хороших оценок. Желаю любви. Желаю счастья. Ну вот, с такими хорошими пожеланиями работать с вами в одной большой группе. Садимся за парты. Итак, мы с вами сказали о том, что будем говорить о великом чувстве, да? О большом, красивом чувстве. Что это за чувство такое безграничное, безмерное, таинственное? Как вы думаете, о каком чувстве пойдет сегодня речь на нашем сегодняшнем уроке? О любви. О любви еще какие есть версии? Счастье, красоте, Страсти. правильно. Но все это можно сказать слова синонимы. Действительно, сегодня на уроке мы с вами будем говорить о любви. О любви великого русского писателя, поэта Александра Сергеевича Пушкина. Но для начала сейчас каждый из вас на предложенном вам листе бумаги напишет ассоциации со словом «любовь». Так, записываем ассоциации со словом «любовь». Так, давайте закончим индивидуальную работу и составим с вами один общий кластер со словом «любовь», обсудив, какие вы хотите написать туда слова. Пожалуйста, составляем один общий кластер. Готовы? Да. Ну, если вы готовы, я попрошу вас представить себе, что же такое любовь по-вашему? Как вы думаете, какие ассоциации у вас получились с этим словом «любовь»? Для нас любовь – это ожидание, Грусть. чувство, Жизнь. страсть, Влюбленность. судьба, Привычка. жалость, Доброта. умение простить, Терпение. трагедия. Так, ну хорошо, молодцы. Да, действительно, вы практически объединили все, что относится к этому слову, к этому чувству любовь. Но вы знаете, любовь вдохновляла многих поэтов, писателей, композиторов, художников, скульпторов, вдохновляла на то, чтобы они писали свои шедевры, составляли свои прекрасные стихи, писали музыку. И вот для Александра Сергеевича Пушкина такой музой явилась Анна Керн. Сейчас Вероника расскажет вам немного о самой Анне Керн. Кто она такая была, как они познакомились и для какой женщины он написал шедевр русской литературы. Впервые Пушкин увидел Керн в 1819 году, когда ей было 19 лет, и небесные черты красавицы произвели на поэта неизгладимое впечатление. Вновь они встретились в июне 1825 году, когда Анна Петровна переехала в село Тригорское, которое находилось по соседству с селом Михайловским, где жил Пушкин. Керн так вспоминала о той поре взаимоотношений с поэтом. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Ни прежде, ни потом я не видела его так добродушно, веселым и любезным. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый запущенный сад. Приют задумчивых дриад с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетаясь, свелись по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрой Анной Николаевной. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр второй главы Онегина.
В неразрезанных листках между копий я нашла 4 сложенные почтовый лист бумаги со стихами. Я помню чудное мгновение. Так, ну вот вы послушали Веронику, да? Она нам рассказала, как произошла первая встреча Александра Сергеевича Пушкина, как произошла потом вторая встреча Александра Сергеевича Пушкина с Анной Керой, для которой он написал самое прекрасное стихотворение. Пушкин был человеком, жизнь которого прошла среди женщин. В поэзии поэта говорится именно о чувствах поэта, а не об отношениях. Любовь для Пушкина – это предмет высокой поэзии, в которых выражены философские представления Пушкина о женщинах, как об источнике красоты, гармонии. Поэт был влюбчив и влюблялся несколько раз. Каждый раз сильно, безгранично. И вот такой любовью, как нам представили, была Анна Керн, для которой он написал чудеснейшее стихотворение. Попрошу, давайте мы его послушаем. Без любви в душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Мы прослушали с вами стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Теперь давайте самостоятельно прочитаем его и посмотрим, какие художественно-выразительные средства встретились в этом стихотворении. Прочитав стихотворение, давайте сейчас выскажем свое мнение. Понравилось оно вам? Чем понравилось? Ну-ка, Виктория. Оно понравилось мне, потому что оно говорит о чувстве огромной любви. Оно очень мелодично. Так, хорошо. Кто еще хочет сказать? Еще, Матвей. Легко читается, учится. Легко читать его, да? Оно очень напевное. Правильно Виктория заметила, что оно мелодичное. Давайте теперь посмотрим, какие художественно-выразительные средства встречаются нам в этом стихотворении. Вероника. Сравнение. Приведите пример, найдите пример сравнений. Вот, шумный суеты. Так, мимо. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Так, хорошо. Еще какие? Так, эпитеты, например. Чудное мгновение, тревога шумной суеты, небесные черты. Хорошо. Так, еще какие встречаются? Градация. Например, где ты здесь видишь градацию? Без слез, без жизни, без любви. Правильно, без слез, без жизни, без любви. А что чему противопоставляется? Без слез, без жизни, без любви, без жизни, без слез, без любви. Правильно, сначала он говорит, что жизнь его прошла без слез, без жизни, без любви, а потом говорит, что после второй встречи на него нахлынула опять и жизнь, и слезы, и любовь. Да? Вот тут выявляется пример противопоставления. Совершенно верно. Мы разобрали художественно-выразительные средства данного стихотворения. А теперь давайте посмотрим, из скольки частей состоит это стихотворение. Стихотворение состоит из 3 частей. Давайте посмотрим, какие это 3 части. Грусть. Ожидание и встреча, счастье, встреча вторая. Совершенно верно. Но я вам хочу сказать, в начале урока я вам говорила о том, что это шедевр русской литературы. И не зря этот шедевр был переведен на многие языки мира. Послушайте, пожалуйста, как это стихотворение будет звучать на разных языках. Della tua bellezza, nei tormenti di una tristezza disperata, nelle agitazioni развеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. На разных языках звучит это стихотворение. Англичане, русские, японцы, китайцы, вьетнамцы. Всем полюбился этот шедевр русской литературы. Любовь и мелодия. Как вы думаете, это 2 понятия
между собой связаны или нет? На каждом языке по-своему, а смысл тот же. Правильно. Все звучит на разном языке, да? Но смысл одинаковый. А смысл о чем? Какой смысл? А большой любви. Так, что скажет Вероника еще? Любовь и мелодия, они связаны между собой, да? Никак нет между собой. Правильно. И поэтому многие музыканты, многие композиторы вдохновлялись такими шедеврами русской литературы и положили их на музыку. Этот Глинка написал, русский композитор Глинка, написал замечательную музыку к этому стихотворению. Но я вам скажу, что исполняли это стихотворение не только именитые актеры, актрисы, певцы, но я сейчас представлю вам в исполнении, вы знаете, одного церковного сана, лица, который служит в церкви. И вот на музыкальном конкурсе в России он представлял эту песню. Давайте мы ее послушаем. Ну, как в исполнении